بسم الله الرحمن الرحيم. Проявление искренности к правителям мусульман, к управляющим делами, искренность по отношению к ним. И это проявляется в нескольких видах. Во-первых, в убежденности их правления. В убежденности, что их правление верное. И в том, что Аллах сделал для тебя обязательным подчинение им. О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. И уважение их. Уважение тех, кто управляет делами мусульман. Почтительное отношение к ним, потому что они имеют право на это, за то, что Аллах наделил их властью над вами. Также, чтобы не было издевательства над ними, или злословия в отношении их, или уменьшения достоинства тех, кто управляет делами мусульман. Это недозволено. Посланник мира и благословения Аллаха сказал: даже если вами будет управлять раб, а в другой версии эфиопский раб, голова которого подобна изюму, мы не должны уменьшать достоинство тех, кто управляет делами мусульман, даже если они совершили ошибку. До тех пор, пока эта ошибка не дошла до степени неверия, мы не уменьшаем их достоинство, не унижаем их степень и не распространяем их ошибки среди людей, потому что это становится причиной смут и зла, и нарушения правления, и тому подобному, причиной восстания. И обязательным для каждого мусульманина является следовать за правителем из правителей мусульман, придерживаться этого пути, следование которому приказал нам Аллах и Его посланник в отношении тех, кто управляет нашими делами. Также и наставление им, доведение наставления до них, которое происходит между тобой и ими. Ты не встаешь на мимбар, не делаешь аудиозаписи, в которых упоминаешь недостатки правителей и их ошибки. Это является выходом против них. Это становится причиной выхода против них и настраивания людей против них. Однако, если произошла ошибка, и ты узнал о ней, и если ты имеешь возможность сделать наставление им, устно или письменно, или поручить кому-то, кто сможет связаться с ними, то в таком случае для тебя является обязательным сделать это. Это из проявления искренности к ним. Это из проявления искренности к ним. А что касается того, чтобы ты упоминал их недостатки и ошибки в собраниях людей, в проповедях и тому подобное, то это из проявления лжи по отношению к тем, кто управляет делами мусульман. Из разделения это приводит к выходу против правителей и приводит к неподчинению и разделению слова мусульман. И не принесет это никакой пользы. Аллах Велик, Он и Возвышен, сказал двум Его пророкам и посланникам, Мусе и Харуну, мир им, когда отправил их к фараону: «Идите же оба к нему, придите к нему». Не приказал им идти на улицы, в различные места или места развлечения и ругать его там. Нет. Аллах сказал: «Идите же оба к нему и скажите ему». Обратите внимание, ему. Он не приказал сказать кому-то другому. Говорите с ним мягко. Быть может, он прислушается к назиданию или устрашится. Это является путем наставления правителя мусульман. Это было по отношению к неверующему. Так как же тогда по отношению к тому, кто управляет делами мусульман? Аллах говорит это о неверующем, который заявлял о своем господстве. «Идите же оба к нему и говорите с ним мягко. Быть может, он прислушается к назиданию или устрашится». Так как же по отношению к тому, кто управляет делами мусульман? Он говорит: «Я не имею возможности пойти к нему и не могу довести до него». Хорошо. Аллах не сделал для тебя это обязательным. Если ты не можешь это сделать, то ведь Аллах не возлагает на душу больше, чем она может. Не распространяй эти ошибки, говоря: «Я не имею возможности донести до него». И это из проявления приказа к одобряемому
Это и есть порицаемое. Это не является запретом порицаемого. Это и есть порицаемое. Такой портит, а не исправляет. Все вышесказанное является из проявления искренности по отношению к правителям мусульман. Если управляющий делами мусульман поручил тебе какую-то должность, или поручил тебе какую-либо работу, или поручил тебе сбор имущества для казны мусульман, или сбор закята, или что-то другое, то есть проявление искренности по отношению к правителю мусульман, чтобы ты сохранил это. Сохранил эту вещь наилучшим образом, чтобы ты не обманывал в ней и не брал из нее что-либо не по праву. Не делай этого. И чтобы ты не принимал взятку, которую платят тебе для того, чтобы ты проявил снисхождение в правах людей. Это из проявления лжи по отношению к правителю мусульман. Он доверил тебе это. Доверил тебе это. Так как же ты обманываешь в его правлении, лжешь в его правлении? Это противоречит искренности по отношению к управляющему делами мусульман. Это противоречит искренности по отношению к управляющему делами мусульман. Также из проявления искренности по отношению к правителям мусульман, обращение за него с мольбой о его исправлении, о прямом пути для него. Это из пути мусульман, обращение с мольбой за их правителя об исправлении и прямом пути и сопутствии. Сказали некоторые праведные предшественники: «Если бы я знал, что у меня есть мольба, на которую будет отвечено, то я сделал бы ее за правителя». Потому что если исправится правитель, Аллах исправит посредством его тех, кто находится под его управлением. Так обращайся же за него с мольбой об исправлении, прямом пути и сопутствии. Даже если он ошибся, обращайся с мольбой к Аллаху, чтобы он наставил его на прямой путь и вернул его к истину. Это из его права на тебя. И это из проявления искренности по отношению к правителям мусульман. Также искренность по отношению к обычным мусульманам. Ее проявление обширно во взаимоотношениях, в продажах и покупке, в приказе одобряемого и запрете порицаемого, в обучении полезному знанию. Все это из проявления искренности по отношению к обычным мусульманам. Не обманывай своих братьев-мусульман ни словом, ни действием. Когда продаешь или покупаешь что-либо у них, придерживайся искренности. Не обманывай их. Не взвинчивайте цену. Не поворачивайтесь спиной друг к другу. Не перебивайте торговли друг другу. Уважай своего брата-мусульманина. Не уверует один из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. Не уверует один из вас, то есть не будет его вера полной до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. А если же он не полюбил для своего брата то, что любит для себя, то стала неполная его вера. И это обман. Твой брат подобен тебе. Как ты любишь благо для себя, люби же его для своего брата. Так проявляется искренность к обычным мусульманам. Уважай их честь, не злословь о них, не сплетничай о них. Тебе необходимо исправлять ссоры и споры, которые между ними. Ты исправляешь. Это из проявления искренности по отношению к ним. То, что ты исправляешь. Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Плохие отношения между вами подобны сбриванию». Я не говорю о сбривании волос, однако о сбривании религии. Так пытайся же исправить то, что между твоими братьями, и не распространяй споры и вражду между мусульманами, и исправляй между ними по справедливости. Воистине Аллах любит беспристрастных. Так проявляется искренность по отношению к обычным мусульманам. Также обращение за них с мольбой. Когда ты обращаешься с мольбой за себя: «Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин». Это и есть проявление искренности по отношению к твоим братьям-мусульманам. Мусульмане как единое тело.
как единое строение. Одна часть его укрепляет другую. Ты чувствуешь боль, когда ее чувствует твой брат. Ты грустишь, когда он грустит. Радуешься и испытываешь счастье, когда радуется он. Это по причине братства. Братство между тобой и им, твоим братом-мусульманином. Воистину верующие братья, посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, быть может, вы будете помилованы. Поэтому искренность из причин объединения слова. Между правителем и теми, кем он управляет, между обычными людьми друг с другом, между всем обществом. И если в нем будет главенствовать искренность, то станет единым слово, и прекратятся разделения и споры. Главенствовать над ними будет любовь. Это искренность по отношению к обычным мусульманам. Взаимоотношения. Ты имеешь отношения с людьми, так пусть же твои отношения с ними будут основаны на правдивости и искренности. И как ты недоволен, чтобы тебя обманывали, то не будь доволен этим для своих братьев. Не обманывай их. Горе обвешивающим, которые требуют дать им сполна, когда люди отмеривают им. А когда сами мерят или взвешивают для других, то они наносят урон. Разве не думают они, что будут воскрешены? И не уменьшайте людям их вещей, и не ходите по земле, сея беспорядок. Не уменьшай права людей. Однако уважай их и исполняй их перед ними. Это из проявления искренности. О, если бы эта искренность главенствовала над мусульманами, то не произошло бы беспорядка, и не произошло бы то, что произошло из неудач, и не имели бы власти над нами наши враги, и не вмешались бы в наши дела. Если бы мы действовали в соответствии с этим хадисом, религия — это проявление искренности, религия — это проявление искренности, религия — это проявление искренности. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал это трижды. И когда сподвижники увидели, какое внимание он уделяет этому, они сказали: по отношению к кому посланник Аллаха? Он сказал: по отношению к Аллаху, его книге, его посланнику и правителям мусульман и обычным мусульманам. И в этой искренности заключается вся религия. Пусть Аллах сопутствует всем в том, что Он любит и чем доволен. Пусть Аллах исправит управляющих нашими делами. Пусть Он сопутствует им в истине и благоразумии. И пусть Он убережет нас от зла наших врагов. Мы просим Аллаха сохранить нашу безопасность и стабильность в наших домах, и исправить тех, кто управляет нашими делами, и помочь общине Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он проявил его религию над всеми религиями, даже если это и ненавистно многобожникам. Да благословит и да приветствует Аллах нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.